Инту с рабочим визитом посетил депутат Госсовета Коми Александр Попов. Вместе со специалистами городской администрации, сотрудниками прокуратуры, Росгвардии и МЧС России он побывал в отдаленных селах Инты. Специалисты приняли участие в сельских собраниях, обсудили проекты по реализации народного бюджета, выслушали чаяния людей, ответили на интересующие вопросы, а также осмотрели ряд объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы. Добиралась делегация до Касьювома и Адзивавома по зимней автодороге. Зимник начал функционировать в конце января. В этом году его обустройством и содержанием занимается местная подрядная компания, выигравшая аукцион. В середине февраля состояние зимника практически идеальное, за исключением нескольких зауженных участков. Обильных снегопадов в Приполярье в последнее время не было. Больше недели стояли сильные морозы. Дорога хорошо укатана. Точно повезло, потому что зимник в очень приличном состоянии. Я от вокзала Инты до Касьювома заехал до час. Потом мы поехали в Адзивавом после того, как провели встречу с населением. И эта дорога заняла меньше 2 часов. Но мы ехали по зимнику, чтобы посмотреть его состояние, потому что там ходит раз в неделю вахтовка, которая осуществляет перевозку пассажиров. А обратно из Адзивавома мы выехали и ехали по реке, там накатана дорога, и эта дорога до Касьювома у нас заняла всего 1 час 5 минут. Поэтому хорошее состояние дороги, важно, чтобы вот если начнутся метели, чтобы за ней следили, но для меня понятно, что сегодня жители могут добираться в город, и самое главное, что мы когда ехали обратно, нам навстречу 6 машин попалось, то есть это как бы люди пользуются этим зимником, он нужен и для интинцев, и для жителей Адзивавома, Касьювома и Петруней. Во время рабочих поездок в Интинский округ депутат Госсовета Коми Александр Попов старается регулярно выезжать в отдаленные села Приполярья. Как правило, представитель республиканской власти встречается с сельчанами несколько раз в год. Люди обращаются к нему с разными вопросами и проблемами. Сказать, что очень часто не могу, потому что, получается 2-3 раза в год. Последний раз были в Петрунях осенью, перед началом учебного года. Вот сейчас следующий выезд. Еще намечался один, но не состоялся там по независящим от нас причинам. Есть несколько тем, которые постоянно в поле зрения. Это как раз вот пассажирское сообщение, как людям добираться зимой, летом, во время распутицы. Вторая проблема, которая у всех на слуху, это медицинское обслуживание. И мы понимаем, что сегодня без реального включения всей центральной городской больницы Инты в эту проблему сложно оказывать помощь. Сегодня медицинские работники не спешат ехать в отдаленные населенные пункты. Тем не менее, вот в ближайшее время поедет бригада по селам с тем, чтобы проводить на месте осмотры, выслушивать людей, давать соответствующие рекомендации и направления. Еще в этом году важным вопросом является состояние питьевой воды в Усе, потому что, помните, чуть больше года назад в Воркуте произошла авария. Вот я с радостью довел до жителей сел, что на сегодняшний день воркутинские очистные сооружения работают в штатном режиме, и беспокойства по поводу качества воды, которая находится в Усе, сегодня нет. Продолжается реализация проекта «Народный бюджет». Жители сельских населенных пунктов Интинского округа, как всегда, проявляют активность. Они одни из первых приступают к разработке и обсуждению инициатив. Ежегодно на обсуждение выносятся предложения по проведению ремонтных работ, развитию объектов и приобретению необходимого оборудования. Сельчане предлагают проекты в сферах образования, культуры, предпринимательства, спорта, благоустройства. Те, которые проходят республиканский отбор, успешно реализуются.
В начале внедрения проекта «Народный бюджет» сельчане скептически относились, к этому нововведению, но в последние годы, наблюдая вот этот ощутимый результат в решении проблемных вопросов, которые касаются, в частности, жизнеобеспечения сел, жители, конечно, наших сел стали очень активно участвовать в проекте. Первый проект народного бюджета мы, кстати, реализовали именно в селе. Это был Косевом, это был 17-й год. Мы там тогда построили забор. Это был первый проект, который мы выиграли. За последние 3 года по всем селам было реализовано 14 проектов. Это достаточно большая цифра. И решаются те проблемы, которые сложно было бы решить нам за счет местного бюджета. Например, в 2022 году мы отремонтировали мост в селе Одзивовом, обустроили кладбище в селе Косевом. В прошлом году заменили светильники уличного освещения в Косевоме. И вообще за годы решилось очень много проектов не только по благоустройству, но и по другим направлениям. Например, шили костюмы в сельские дома культуры Одзивовома, Косевома, ремонтировали павильоны скважин в Косевоме, в Петрунях, в Абизе, в Верпияке, установили детскую площадку в Петрунях, обустроили спортивные сооружения в Петрунях и в Абизе. Вот это те проекты, которые предложили сами сельские жители, причем они принимали активное участие в их реализации. Специалисты администрации нашего города оформили эти предложения согласно требованиям для участия в конкурсе, и в результате эти проекты выиграли и были реализованы. Но, конечно же, не все проекты, не все предложения проходят конкурсный отбор, и за последние годы, естественно, что предложений было намного больше, чем выиграли. 16 февраля собрания прошли в селах Косьювом и Одзивовом. По данным последней переписи населения, сейчас в Косьювоме проживает 110 человек. Большинство из них активные, инициативные и неравнодушные граждане, которые не хотят уезжать из родного села. Люди заинтересованы в том, чтобы их малая родина развивалась. Косьювомцы вынесли на обсуждение 10 предложений, которые бы они хотели реализовать в 2025 году за счет государственных средств по проекту «Народный бюджет». Большинство предложений от жителей Одзивовома остались с прошлого года. Среди ранее выдвинутых инициатив, но не прошедших республиканский отбор, обустройство тротуаров, отсыпка дорог и спусков к реке, строительство или восстановление колодца. В этом году на собраниях жители, в частности сел Одзивовом и Косевом, попросили еще раз направить на конкурс те проекты, которые в прошлом году не выиграли. Это и отсыпка дорог в Одзивовоме и спусков к реке, это по Косевому и Одзивовому ремонт тротуаров, в Одзивовоме восстановление колодца, и другие проекты. Голосование на собраниях прошло, жители проголосовали за эти проекты, теперь начинается работа по подготовке документов. Присутствующие на собраниях сельчане единогласно проголосовали за все вынесенные предложения, после чего решили поговорить о наболевшем. Одна из острых проблем – отсутствие в селах постоянных медицинских работников. На данный момент косьювомский фельдшер вынужден работать на 2 села. Отсутствие медицинских работников в селах – это, наверное, одна из самых сложных и злободневных проблем. Причем проблема это не только нашего муниципального округа, это проблема республики, проблема страны в целом. Государственная поддержка для решения этой проблемы очень хорошая. Это и целевое обучение, и программа «Земский доктор», и много-много других мер поддержки. Но учитывая, что проблема отсутствие фельдшеров не локальное, а масштабное, то, к сожалению, на нашу территорию привлечь благодаря вот этим мерам соцподдержки нам сложнее, потому что села наши труднодоступные, отдаленные, люди привыкли к комфорту, и, к сожалению, в наших селах, в маленьких наших селах благоустроенных квартир нет. Имеется возможность в настоящее время самим жителям по желанию обучиться оказывать медицинскую помощь за счет средств республики и работать на селе. Об этом мы говорили на собраниях для сельских жителей. Но если кто-то заинтересуется этой возможностью, это было бы замечательно, и решить проблему, возможно, мы сможем только таким образом пока. На сегодняшний день в Косевоме фельдшер имеется, в Одзивовоме нет. И пока есть зимняя автодорога, наша Интинская центральная городская больница командирует периодически фельдшера Косевома в Одзивовом для работы. Ежегодно мобильная бригада врачей Центральной городской больницы выезжает в отдаленные села Интинского округа, доступ к которым возможен только по зимней автодороге.
Жители сел с нетерпением ждут медиков. Большинство сельчан – люди пожилого возраста, и многим достаточно трудно выехать в город. Во время таких визитов взрослые и дети могут пройти ряд обследований, сдать анализы, сделать УЗИ, флюорографию и получить консультацию узких специалистов. Медицинская бригада, которая традиционно ежегодно выезжает для работы в села, в этом году будет работать уже со следующей недели, с 19 по 22 февраля. И график у них Петрунь, Косевом, Одзьвавом. Цель выезда – это оказание медико-консультативной помощи сельскому населению, ну и, конечно же, диспансеризация и детей, и взрослых. В составе бригады терапевт, педиатр, офтальмолог, медицинский лаборант, хирург, гинеколог и лаборант, который снимает флюорографию, рентгенолаборант. Бригадой будет производиться осмотр врачей-специалистов, исследование крови, ЭКГ, УЗИ внутренних органов, ну и будет работать флюорограф. Почти во всех селах и деревнях одни и те же проблемы. Какие-то удается решить оперативно, над какими-то приходится потрудиться. Специалисты различных ведомств регулярно приезжают в отдаленные села, чтобы узнать, что волнует сельчан, проинспектировать инфраструктуру и как можно быстрее отработать все моменты. Жители многоквартирного дома номер 1 в Косьювоме доложили о разрушении части стены. Над одним из подъездов сыпятся кирпичи. Одзьвавомцы недовольны телефонной связью и мобильным интернетом. Из-за частых перебоев сельчане чувствуют себя отрезанными от цивилизации. Эта проблема решается. К сожалению, тот вариант, который был заложен с прокладкой туда оптоволоконной связи, не был реализован, потому что количество жителей сегодня на тот момент оказалось 54 человека, а в эту программу попадают населенные пункты с численностью более 100 человек. Поэтому вариант не был реализован, но сегодня найдено решение, и оно в стадии реализации. Отведен земельный участок под установку мачты связи. Связь будет предоставляться со стороны Ненецкого автономного округа, Ненецкой компании электросвязи. И идут переговоры с тем, чтобы один из крупных операторов сотовой связи России взял на обслуживание этот населенный пункт. Но если все будет идти быстро и по тем точкам, которые намечены, то я думаю, что к следующей зиме мы уже будем иметь там связь. Хотя, к сожалению, участников в этом процессе много, и сбой в любом звене может быть критическим. Тем не менее, и министр связи Республики Коми, который действует по поручению главы Республики Коми Владимира Викторовича Уйбы, заверил меня, что связь в Одзьвавоме будет, и они над этим очень плотно работают. Будем держать на контроле. В следующем году Одзьвавом отметит юбилейную дату, ему исполнится 145 лет. Село находится примерно в 100 километрах от Инты на правом берегу реки Усы. Оно было основано еще в XIX веке. В 1905 году здесь был всего один двор и проживали 19 человек. Затем к первопоселенцам присоединились коми-ижемские семьи из Мохчи и Сизяпска. Сейчас в Одзьвавоме живут порядка 50 человек. Работают сельский дом культуры, библиотека, магазин и фельдшерско-акушерский пункт. На самом деле Одзьвавом оставил очень хорошее впечатление. Люди привыкли рассчитывать на себя. И даже то немногое, что там удается сделать, а там сделано освещение по улицам, часть тротуара сделана, есть намерение сделать спуски к реке, отсыпать их. В принципе, люди благодарны за то, что удается делать, а остальные вопросы они привыкли решать самостоятельно. Встреча в Одзьвавоме на меня произвела очень положительное впечатление. Спасибо им за это. В этот раз в рабочей поездке приняли участие сотрудники Росгвардии, МЧС России и правоохранительных органов. Исполняющий обязанности прокурора Инты Дмитрий Парфенов провел прием по личным вопросам.
Представители спецслужб проинспектировали социальные учреждения. В настоящее время проходит плановая комплексная проверка объектов культуры, поэтому специалисты Росгвардии МЧС смотрели объекты культуры в рамках вот этой проверки категорированных объектов в части террористической безопасности, антитеррористической и пожарной безопасности. Ну а также обследовали помещения, где будут проводиться предстоящие выборы президента Российской Федерации. До главного события в нашей стране – выборов президента Российской Федерации остается меньше месяца. Основные дни голосования назначены на 15-17 марта. Участковые избирательные комиссии развернутся и в отдаленных селах Интинского округа. В Касьювоме УИК будет работать в Доме культуры, в Адзивавоме – в здании местной администрации, в поселке Абись и селе Петрунь – в школах.